Да. Сегодня у входа в Центральный дом художника в Москве установили саркофаг. Правда, уже теперь с уникальной находкой. В столицу привезли мамонтенка по имени Юка. Его несколько лет назад нашли на берегу моря Лаптевых в вечной мерзлоте. И вот экстремально низкие температуры и помогли Юке сохраниться до наших дней. Мамонтенок станет экспонатом фестиваля Русского географического общества, который откроется в столице в ближайшие дни. И посмотреть на единственного в мире мамонта, сохранившегося полностью, теперь сможет любой желающий. Одним из первых на раритет взглянул Сергей Морозов. Десятки телекамер, рабочие в респираторах – все говорило о том, что перед нами очень важный мамонт. В сторонке стоял юкагир Григорий Горохов. 4 года назад он нашел этого мамонта на берегу моря Лаптевых, в самой северной точке России. Вся туша почти была целиком на поверхности. Взяли его в ледник сразу. Такое внимание мамонтенку Юке, потому что это единственный экземпляр, дошедший до нас с мозгами. Сам прецедент обнаружения почти 40-тысячелетнего мозга очень важен для перспективы. Если бы он поступил к нам своевременно, то мы на сегодняшний день не знали бы о мозге мамонтов и даже, может быть, о том, что думали их бабушки, намного больше, чем можно себе представить. Возможно, вам так и не покажется, но мамонтенок дошел до нас практически в идеальной сохранности. И по одной из версий, это из-за того, что он фактически является полуфабрикатом 40-тысячелетней давности. Древние люди якобы положили его на лед для своих кулинарных целей. Ученые изучили укусы и порезы на теле мамонтенка и поняли, что за ним сначала гнались хищники, а добили его люди. По всей спине идет очень длинный разрез, явно для того, чтобы вытащить жировой горб, который является деликатесом. После того, как все вкусные части были вытащены, данного мамонтенка положили в ледник. Этот мамонт помог нам понять многое и о наших предках. Абсолютный возраст этой находки 34 300 лет назад жило это животное. Ну и оно является в том числе косвенным свидетельством того, что именно в это время люди уже были в арктической Сибири. Теперь мамонтенок трудной судьбы буквально на расхват. Образцы его тканей изучают ученые в России, Японии и США. А в Москве в рамках первого фестиваля Русского географического общества он простоит до 6 ноября. Сергей Морозов, Андрей Тихонов, Дмитрий Каледин, НТВ, Москва.